И к новостям культуры. Королева русского романса и лирических песен советских и грузинских авторов Наня Бригвадзе в рамках юбилейного мини-тура посетила Казань после 10-летнего перерыва. Несмотря на то, что репертуар исполнительницы практически не меняется, она считает, что романс – это тот мини-спектакль, который нужно проживать по-новому. Несмотря на непростые отношения между Россией и Грузией и сужение информационного поля вокруг ряда исполнителей, Бригвадзе по-прежнему остается персоной вне времени, политики и геопространства. Как всегда, Нани Бригвадзе в Казани окружили поклонники и друзья. Дмитрий Пивоваров продолжит тему. С чего начинается Наня Бригвадзе? С картинки в твоем букваре или первой гибкой домашней грамм-пластинки, где визитной карточкой грузинской аристократки стали русские романсы «Дорога длинная» и «Калитка». А может, это шлягер Чарльза Чаплина из фильма «Графиня из Гонконга» или обожаемый советскими дамами легенда о снегопаде, который вьюжит на голову чуть было ее не потерявшей женщине. Все подвластно этой леди, которая идет с каждым человеком советского пространства и остается в семьях. В романсах это, наоборот, банальные слова, но это такие слова, которые все прошли. Вот этот путь любви, это же о любви, а в жизни главное – это любовь ко всем, ко всему, ко всем. Александр Гусев одним из первых в советские времена начинал, как сейчас говорят, привоза звезд. Первый десант был еще в декабре 1993 года. 47 артистов из Москвы и Казани принимали участие в рождественских встречах. Алла Баянова и Наня Бригвадзе появились в нашем городе спустя несколько лет. И, конечно же, на ниве старинного русского романса. На память о встрече портреты тех лет и хорошая почва для воспоминаний. Бригвадзе начинает брать в плен публику сразу же с первой ноты и делает это не спеша, а зал уже ловит каждый звук. Сколько бы раз мы не слышали эти мелодии, лишь одна интонация с легким акцентом и протяжностью рисует совсем другие картины. И у меня механики нет, механизма нет. Пение всегда думаю, всегда знаю. А что потом? А то и настроение тоже имеет значение. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».